Когда-то давно, ребята, я еще пацаном был. Помню, июль месяц, жара, вот сенокос как раз был. Мы сюда с отцом приехали. Пришли, точнее, пешком. И наловили целый таз сороги. По грамм 300 на 400. Это было что-то с чем-то. Я еще плохо подсекал. Батя таскал, помню. Целый таз, вот это мне запомнилось. Черная такая сорога. Июль месяц, жара. На следующий день мы пошли, я, батя и дядька. И уже ничего не клювало. Прям что-то попалось. Прям не знаю. Сколько здесь потом не пробовали. Уже прошли года. Тут и сети ставили, и что только не пробовали. Но почему-то рыбы нету, не клюет. Хотя эту лужу заливает. В общем, братва, всем привет. Начало июля. Катастрофа, ребят, на реке. Каждый день идет дождь, стабильный такой, обильный. Река у нас на 2 метра поднялась. Затопила все, берега, пляжи, в общем, все рыбацкие места. Течение, грязь, в общем. Короче, на реке делать нечего, ребят. Сегодня такой денечек, вроде как без дождя. Правда, ветрено. Такие тучки ходят. Ну, дождя нету, это самое главное. Хочу пробраться, ребят, на озеро. Бывшая Старица, бывшее русло реки. Потом поменяла свой маршрут. И, в общем, лужа такая осталась. Хочу попробовать там, ребят, подвигаться. Попробовать новую для себя рыбалку. Это кружки, это самоловки. Ну, понятно, спиннинг, удочка. Нужен живец. В общем, путь-дорогу, ребят. Попробую заехать туда. Еду с ночевкой. Еду на мотовездеходе. Полный прицеп, ребят. Резиновая лодка старая. Продукты, пила, палатка, спальники. В общем, какая-то еда, снасти. Такие дела. Че, поехали? Попробуем. Давайте со мной, ребят. Я думаю, будет интересно. Вперед.
Красота, ребят. Местечко узнали? Бунгало. Бунгало наше, бунгало весеннее. Прополз. Полдороги натоптано, машинами ездят, а полдороги, короче, кустами там пробирался. Остановился немножко, мотоцикл нагрелся, надо немножко дать перекурить. Не знаю, конечно, можно и здесь расположиться. Здесь, в принципе, и стол, и все есть. Но я хотел чуть дальше уехать. Посмотрим сейчас. Отцеплю прицеп, съезжу, посмотрю. Красота. Да. Весной сюда подъезжаем, вот прям сюда, лодкой. Тут затапливает, и через речку можно заехать. А вот сейчас, ну, дорога, вот никто не ездит, смотрю. Вот весной, ребят, сюда паркуемся, к этим корням. Вот какая вода, ребят, чтобы вы понимали. Ну и вот, пожалуйста, можно рыбачить. Лодочка стоит, что-то старая. А так, весновка здесь не получилась в этом году, конечно, но ничего, бывает. Здесь у нас стол. Этот навес мы немножко шурудили, латали. Парни сюда диван привезли, столик. Красота, в общем. Костровище. Ставим там палатку. Дров море. Был ураган, много деревьев попадало. Пили не хочу. У меня проблема, ребят. Так как я удочкой не рыбачу, соорудил старый фидер под поплавок. И где-то кустами, ребят, оторвал. И потерял вторую вершинку, в общем, второе деление. А где зацепил, хрен его знает. Короче, я не знаю, ребят, сейчас что делать. Живца надо ловить. Короче, отцепляю прицеп, ребят, и съезжу там, посмотрю. Раньше здесь часто, ребят, рыбачили летом. Сейчас, смотрю, особо никто не ездит. Ага. Особо никто не ездит, стоит машина. Вот это дела. С другой стороны заехали, походу. Земляничка, земляничка, земляничечка. Ну вот, куда, ребят, планировал приехать. Здесь вот именно как раз, не знаю, вот сюда ловили сорогу. Именно в этом месте. Давно-давно. Здесь заезд получается с другой стороны, видать, проехали. Может, дорога лучше, я не знаю. Я сюда не езжу. Но стоит машина. Сейчас, в принципе, что? Но грибы, возможно, приехали за вениками. Возможно, ставят сетки. Охота закрыта. За берестой, да что угодно. Но стоит машина как-то, может, ну, хотят развернуться здесь, я не знаю. Как бы неправильно будет, если я здесь сейчас буду разворачиваться. Короче, погнали, ребят, туда. Будем думать.
Бунгало, ребята, а? Красота. В общем, что, УАЗик, ребят, поехал домой. Слышу, завелся, уехал. Вот, 12 часов. Там, ну там раньше всегда рыбачили, как бы, именно удочка. Мне нужен живец, получается. Но здесь зато стол, комфорт. В принципе, можно здесь побалдеть. Какие дела, ребят? Вершинку потерял. Можно, конечно, срубить просто какую-нибудь корягу, так скажем, импровизированную удочку и порыбачить. Но я еще взял экраны. Так как, ну, думаю, мало ли на удочку клевать не будет, что-то еще. Экранчики покидаю. Взял кабикорм. Подкормить. И, возможно, что-то залетит. Все равно еще сильный ветер, ребята. Сейчас кружки не поставить. Вот. Наверное, кину экраны, ребят, вот здесь, с берега. Можно, в принципе, накачать лодку и как-то их установить более качественно. Но посмотрим. И прокачусь, не знаю, ребят, попробую проехать. Плюс-минус. Понятно, что может где-то в начале оборвал, может где-то в конце. Сгонять налегке и найти вершинку. Вот. Потому что там я останавливался, там канава такая, переезд был тяжкий. Еще удочка живая была. Вот примерно вот это расстояние. Надо посмотреть, километра 2, наверное. Так что вот как-то так. Что, наверное, бросим экраны, ребята, и съезжу быстренько. Гляну. А так, пока ветер, пока ветер. Баркас, ребят, готов. Ух, сколько километров, ребят, на этой лодке пройдено, чтобы вы представляли, чтобы вы понимали. Это моя первая лодка. Супруга мне подарила на 20-летие вроде. Короче, до хрена этой лодки, ребят, она уже коцаная. Фрегат М11. Сплавов было очень много. Ходил я на ней прям все речки. Прошел практически здесь. Ну, мало я имею в виду. Живет еще, ребят, фрегатик. Да. Помню, куча вещей. Юрьевна, я. Вот ходили вот на такой. Да, были времена, теперь мгновения, как говорится, да?
Решил накачать, потому что с берега, ребят, экрана не кину. Лопухи заплыву лучше и точечно как-то поставлю. Нужны просто поплавки какие-нибудь. Сейчас сделаю. Бросим. А потом уже будем думать, что с удочкой делать. Так, братва, ну что, как тут у нас обстановка? Вот там с той стороны, смотрю, хорошо, ветра нету. Вот. Но могут стоять сети. Экраны где-то вот здесь я покидаю, ребят, вдоль лопуха. Такие эти вырубил. Ну, чтобы как поплавок был. Потому что с берега тяжко будет. Не знаю, где лучше ставить. Но ветрище, ребят. Пока живца надо к вечеру бы поймать. А уже потом смотреть рыбалку. Сейчас просто кружками замучаешься. Это не дело. Такие дела. Так, где у нас первый там, второй здесь. Готово. Ни хрена, ребят, не нашел. Еду уже обратно. Лошара, что, сам виноват. Сам понимал, что торчит, блин. Тут-то еще более-менее, а там трава очень сильная. Где она могла слететь была, оторвалась где. Ну ладно, что. Старые добрые времена, ребят. Пойдем сейчас найдем себе какой-нибудь дуба шимана. Ну а что? Не знаю, там трава, там, куда она залетела. Фидерок так-то рабочий еще. Ладно, что. Сейчас что-нибудь найдем. Так, ребятки, ну что, киданем комбикормчику, чтобы повеселее было.
Я думаю, должно клювать, по идее. Прям тут возле лопушков. Корманем, пока хватит. Поглядим сейчас, чумана, погнали. Поплавка, ребят, даже дома не было, чтобы вы понимали, зимний. Короче, сделал. Опа! Ах, тяжко как кидать. Чуть подальше, наверное. Раз. Ребят, без живца делать нечего будет. Надо наловить хотя бы на заброс. А потом уже, блин, поглядим. Тяжелая, конечно, удочка. Ну что делать? Сейчас посмотрим. Будет клювать, не будет вообще. Такие дела. Нифига, ребята, парыша не признает. Попробуем червячка. Все-таки здесь же у нас озеро. Кусочек червячка сейчас бахнем. Может, на червя. Блин, ребят, тяжко. А кто сказал, что будет легко? Кто сказал, что будет легко, да? Не знаю. Нифига, ребят. Пару ударчиков было. Поплавок такой беспонтовый. Еще волна. Короче, пойду туда схожу, попробую там. Не знаю, может потом подойдет на прикормку. Нифига, ребят, не клюет. Еще и ветрище такое. Зато комаров нету. Плохие дела, ребят. Живец нужен. Надо, чтобы ветер успокоился. Уже будет какое-то понимание. Экраны стоят, ребят, минут уже... Ну, час уже стоит, наверное. Надо съездить, посмотреть, есть у нас какие-то шансы вообще, нет? На сегодняшнюю рыбалку, блин. Потому что на удочку что-то я прям ой-ой как переживаю. Такие дела. Опа. Есть контакт, ребята. Кто это у нас? Подъязок, блин. Вернулся, ребят, я обратно сюда. Думаю, тут были пару таких подбивончиков. Подъязок. Первый есть, ребятки. Отлично. Блин, ну как хотя бы так наковырять. Опа. Как я давно, ребят, на удочку не рыбачил. Ну как давно? Сереге Вологду гонял. В прошлом году мы живца там лупасили, на бутылке рыбачили. И утром, и вечером. Ну там клюет, как с пулемета. Здесь, в принципе, может тоже. Когда рыбка активная. Но сегодня прям тяжко. Ветер. Только забросил сразу, бам, сходу взял. Может подойдет на прикормку, на комбикорм.
А вот, блин, елец, ребят, да ну нахрен. Это уже елец. Офигеть. Подъязок, елец. Все не то. Сорога должна быть. Красиво. Ветерок успокоится. Я думаю, будет нормально. Ну, дуба шимана, конечно, моя. Неудобно, тяжелая. Оп. Ветер еще, блин. Так, второй у нас. Вот это уже сорожка, ребят. Вот это уже наша подруга. Офигеть. Ну, походу подошла, что ли, на прикормку. Или что? Сыпанем еще. Жадничать не будем. Нам, чтобы здесь ее много было. Опа. Есть. Сорожка. Ребят, все прикольно. Ну, руки сохнут у меня от этой дубы шиманы, конечно, жесть. Сейчас бы с какой-нибудь такой маховой удочкой было бы поприятней. Заметил, что только свежего хватает. Чуть-чуть обсосанный уже не то. Надо экранчики дернуть. Что там, как у нас? Ну, видать, на комбикорм подошел. Подошла рыбка. Вот так вот. Что у нас там? 4. Да, к вечеру бы наловить. Оп. Шевельнула. К вечеру бы наловить. Я думаю, ветер успокоится. Будем ставить что-нибудь. Так, экспериментальная рыбалочка, ребята, у меня. Первый раз буду рыбачить. Ну, на реке делать нечего, так что как-то так. Да и круто здесь, прикольно очень. Мне нравится. Капризна, ребят, капризна. Надо рогатулю вырубить, воткнуть. Потому что держать невозможно, рука уже отсохла. Ну и заодно экранчики проверим. Может, что есть. Было бы неплохо. Что у нас тут? Что-то есть такое, нет? Подходящее. Так, рогатульку, ребят, хочу воткнуть, чтобы полегче было. Где-то вот в этом районе. Ничего себе. Такое дно, что ли, плохое? Такое дно плохое. Не втыкается. Вот так вот. Фух. Ну что, пойдем посмотрим, что у нас там. Экраны дают. Ни хрена не вижу, где эти палочки у меня. Они тут в кувшинках все. Все в кувшинках. Так, ну никого нету, походу. Да, чисто. Первый пустой.
Первый, ребят, пустой. Ну да. Экраны-то экраны. Рыба-то не дура. Это не весна. Не, ребят, нифига. Не работает эта канитель. Ловить надо. Как ловили. Опа. Есть контакт. С рогаточкой-то поприятнее будет. Опять подъездочек. Брат, извини, конечно, но ничего не поделать. Придется брать. Ах ты. Ты еще убежать хочешь? У нас и так тут все плохо. А ты бежать хочешь. Так, что у нас, ребят, тут вообще в целом-то? Сколько поймали? Живые хоть нет? Что-то плохо себя чувствуют, блин. Елец, что-то. Водичку надо поменять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучек, что-то такое. Водичку поменяю нафиг. Так, ребят, ну что там, штук 12-13, наверное, поймал. И уже смотрю, живец там уже кое-как. Вода теплая. Я, правда, садок брал, чтобы сохранять. Ну, по идее, я думал, 5 штук поставлю, поеду. Ну, 5 штук поймаю, поеду, поставлю. То бишь, еще там доловил, поехал, поставил, как бы, вот так, по идее. Ну, не клюет, зараза, нифига, еле-еле. Вот. Как и говорил, ребят. Кружочки у меня. Вот, оснастил я 0,4 лесочка. Сделал 4 прореза вот таких. Оливочка 6 грамм. Ну и поводок, двойник. В общем, как жерлиц. 10 метров лески. Буду пробовать в первый раз, ребята. Вот. Ну, у меня еще есть, так сказать, самоловки. Я, конечно, на них уже рыбачил. Самодельные. А здесь получается заводские, ребят, смотрите. Вот. Как они выглядят. Вот получается. Такая мотовилка. Шнур также сделал. Грузило. Ну тут застежка, не знаю, на тройник, на двойник. Скорее всего, на двойник буду ставить. И вот так можно с берега втыкать какую-то рогатку. Или какую-нибудь корягу найти, которая свисает, подвесить получается. Смысл какой? Выматываешь, щука бьет, чик, и пошла размотка. В общем, братулец меня тут немножко снабдил. Вот. Итого 15 штук. Ну, на такую снасть я рыбачил, ребята, я ее сам делал. Просто рогатку делаешь, наматываешь. Также прорез, хапает, с рогатки выматывает. Шланчики. Вот, а тут как бы заводское. Заводское. Поеду поставлю, ребят, потому что живец охреневает. Я бы давно уже поставил, но ветер, волна, кружки будут стаскивать, они просто будут плыть. Надо, чтобы
была спокойная погода. Ну, естественно, без течения. Здесь течения нету. Как-то так. Сейчас подбрызгать, потому что сожрут. Ну и вот туда пойду. Там вроде затишок такой. Побросаю. Короче, эксперимент, ребята, у меня. Как бы просто попробую даже. Так для себя. Да, нет. Короче, погнали. Конечно, охота, ребят, на кружки. Все это посмотреть, то бишь, как его перевернет. Вот. Щука здесь мелкая, ребят, чурагайка такая. Так что трофей не трофей, ну, поклевку увидеть охота. Поперли. Так, по отверстию. По отверстию. Примерно вот такую глубину, ребят, будем делать. Повторяюсь, говорю, первый раз все это у меня происходит. Раз. Ну, в общем, вот так он стоит у нас. Все, зарядили. Все нормально слетает, все четко работает. Двойничок. Так. Как-то надо приноровиться, ребята. Берем живчика. Под жаберку. Все как зимой. Опа. Все как зимой. Так. Заводим. И сюда его, ребята. Опа. Плюх. Все, он у нас работает. Плавает, ищет щучку. При сработке у нас переворачивает, срывает и выматывает 10 метров лески. Как-то так. Идем дальше. Блин, рука, ребят, забилась от этой удочки. Охренеть. Аж ничего делать не могу. Вот тут такой затишок интересный. Здесь поставим. Местные приехали сетки проверять. В таких прогалах повтыкаю. Пускай стоят. Еще отверстие не разработанное. Плохо суется. Так. Вот так вот. Раз. Примерно метр. Раз. Ну вот так как-то будет стоять. Может, конечно, разную глубину поставлю. Не знаю, ребят. Первый раз говорю. Непонятно, в общем, как лучше. Это у меня братулец. Все. Давай. Все, он мне отправил. Кстати, он занимается, ребят, кому нужно, могу свести. Опа. Все. Этот уже в кустах, ребята, блин. Вот как, я не знаю, как сейчас ставить с таким ветром. Ну, как-то так. Ну и надо плавать, получается, рядом. Спиннинг кидать, что-то такое. Да, хороший, слушай, да? Да? Такой. Да вот тут попадало мне по 17 штук. Ага. Вот таких, да, примерно? Да? Позавчера лещ попался, с весны ни одного не попалось. Что себе? Да, такой же карась и поменьше еще. Понятно. Плохо тоже, да, Геш? А икра еще у него это, твердая. Чё себе? Видно, только метать сейчас еще раз. Все, понял. Да. Я сам удивился. Угу. Что, ребят, десятку бросил, но их всех тащат в ту сторону, и они вот 3 уже рядом.
Какие-то возле кувшинок стоят, держатся. Не знаю, может даже так лучше будет. Какого-то хрена перевернутый один. Пойдем посмотрим. О, на сетке тоже слабо. О, местных своя рыбалочка, пускай. Карась хороший такой, грамм 500. Вот спрашивали многие, есть карась? Карась есть, ребят, но его так не поймать. На удочку он клевать здесь не будет. Только на сетку. Первый кружок, который поставил. В траве он здесь, ну, в лопухах. Перевернула. Тут живец, наверное, крупный, скорее всего. Не знаю, ребят, еще. Не понимаю, почем в Одессе рубируют, как говорится. Опа. Поклевка была. Ё-моё. Угу. Была уже первая поклевка, ребят. Как-то странно. Сбила. Обычно на двойниках-то не сбивает. Будем думать, что поклевка. Побольше. Побольше, ребята. Глубиночку сделаем. Вон они все вместе, блин, зараза. Живца-то нету. Сорожка уже плохо себя чувствуется. Здоровая, конечно. Но ничего. Что есть, как говорится. Что есть, ребята. Ну-ка, давай иди. Плавай. Там ты отойдешь, мне кажется. Быстрее. Вот это место классное. Тут поглубже. Ветра нету. Здесь должны быть сработки. Ну вот, не знаю, живца нет, ребят. Как это так? Перевернула. Значит, поклевка была. Прям на глазах, ребят, переверт. Не знаю, что это такое. Хотел уже уезжать. Но перевернула. По идее, должна разматываться, крутиться. Не знаю пока, что происходит. Понаблюдаю. Вот эта выемка, получается, она как присоска. Держит кружочек. Ну, чтобы его так просто не дернуло. Хрен знает, ребят. Да, ребят, поклевка. Не просто так перевернула. Ох, 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 ох. Вон удар мелкой щуки. Фига пошла жара. Дай. Блин, жива еще была. Ладно, есть еще живец один. Щурагайка, что она-то так и будет сейчас херней заниматься. Перевернула, не сбила. Получается, не сдернула. Что, тяжело сдернуть? Да нет, не особо тут прям тяжко-то. Хотя да. Я вроде ножом подрабатывал. Короче, сильно не буду втыкать. Говорю, ребят, пока это все доведешь до ума, много времени пройдет. Вот она сбить не смогла леску. Сопротивление почувствовал и отпустила. Так, чуть-чуть наживлю. Ё-моё, блин.
Что получается? 2 сработки, что ли? Так, столько живца-то не напасусь. О, какая бодрая. Сорога, блин. Крупная. Тут, по идее, вообще надо малышей сажать. Крупную щуку тут ребята уже выдернули все весной. Я так думаю. Еще рогайки, да, вон бьют. Такие дела. Ну все, ребят, короче, поклевка была, уже была. Что-то решил перекусить. У меня здесь салатик нарубленный. Надо только заправить майонезом. Ну и можно махануть. Че, нет? За первую поклевку. Ну, первая непонятно, но скорее всего тоже. А это 100% поклевка. Ветер так и не успокаивается. Время у нас уже 5:30. Надо пообедать или поужинать. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня. Приятно, когда вот так, ребят, приезжаешь, да, в лес, а вот такие удобства. Ну а чё? Это же круто. Он был здесь развален, мы с Серегой в одну весну вот эти перегородки, крышу сделали. Вот. Баннер вот этот привозил, доски я привозил снегоходом сюда зимой. Коптильню, сковородки. Коптильня, смотрю, еще есть, а вот сковородок, смотрю, нету. Потом парни приехали, диван привезли. Ну вот так надо, ребят. Чё? Красота же. Одним словом. Оливьешка, ребятки. Сейчас майонезиком заправим. Майонезом не заправлял, потому что, ну, лето все-таки. И перекусим. Да, слушайте, а что, на реке делать нечего, от слова совсем. А тут можно позаниматься. Ну, видите, пока просто не получается. Живец не клюет, так давно бы уже выставил. Ну и сегодня ветер. Зато дождя нету. Ё-моё, 2 недели, зараза. Добить тут уже остатки. Не заморачиваться. Это сожгем потом все. О, по красоте. По красоте, ребята. Так, ну что, будем, говорит, здравые бояре.
Вот такой у нас натюрморт, ребятки. Ой, водку надо убрать, мешает. Ребят, оказывается, как же круто посидеть с удочкой вот так на каком-нибудь пруду, да неважно вообще. Просто посмотреть на поплавок. Вообще класс. Так-то, если разобраться, получается, вот кто меня смотрит и, допустим, кто причастен к рыбалке, ведь удочка, это же все изначально начинали с удочки, она же всех, так сказать, дальше. Все же начинали с удочек, ребят. Так что удочка это получается что? Получается оно. Да. Блин, не клюет, ребятки. Плохо. И ветер не успокаивается. Пару раз шевельнуло. Время 6 часов. Должен уже. Обычно к 7. Но в 8 точно уже ветра не будет. Вот. Но надо живцов чуть-чуть подловить. И уже потом расставлю как положено, как нужно. Блин, опять подъездик. Крупные для живца-то. Ох ты, ничего себе. Подъязок опять, ребята. Ну тут уже уху можно варить, по идее. Ну возьмем так. Для поддержки штанов вдруг ничего не будет. Нет, так отпущу. Подъездики подъехали, блин. Третий уже, ребята. Третий подъязок, блин. Не пойдет, вообще не пойдет. Ё-моё. Еще один, ребята. Фух, тут уже уха пошла. Ё-моё. Котлеты, ребят, поперли. Только закинула, пух, под воду пошел.
Вот он. Это наш пациент. Это то, что нужно. То, что нужно. Да ё-моё, блин. Что ты будешь делать, а? Что с ними делать, ребят? Хрен знает. Но не живется-то ни хрена. Не живец. Наконец-то. Еще одна, ребята, сорожка. Хоть про запас. Какой? Ну все, ребята, она хорошая. Не знаю, плохо клюет. Ветер так и не прекращается, блин, зараза. Надо ехать, поставить нормально. А ветер, блин, не дает. Так, ребят, ну чё, ветерок успокоился наконец-то. Наконец-то. Ну, 8 часов, все, пожалуйста. Пойдем, ребят, выстоим как надо. Сработок вроде нет. Есть один загар, одна сработка. Один у нас перевернутый. Я там с обрыва смотрел, что-то непонятно, думаю. Как будто бы есть, как будто бы нету. Кружки маленькие. Что тут у нас? Вымотка полная, ребят. А, какая вымотка полная? Нет вымотки. Ну вот, пожевала чуть-чуть. Вон удар был. И все. Еще, кажется, ребят, один сработанный. Правда, батарейка у меня села. В общем, еще, кажется, вымотка. Еще один, оказывается. Ох, нифига, куда затащила. Тут что-то непонятно, ребят. Ага. Ё-моё. Первый щук, ребята. Охренеть. Смотрите, где живец. Жадина говядина, блин. Первая щука на кружке. Надо же, блин. Такой еще хороший, блин. Ё-моё. Гребаное лето. 2025, блин. Гребаное лето 2025. Не обещали же, ё-моё. Так, сейчас опять, короче, все стащит. Прилетел на лагерь, ребята. У меня тут сумки пооткрыты. Что-то вообще сегодня как будто не было ничего такого. Такая маленькая, такая противная, вредная. Блин, весь сырой. Все сырое нафиг. Еще и вещи, блин, замочил. И вот буквально на 5 минут. Хорошо так прошла. Зараза, а. Вот ненавижу вот именно вот такие пакостные тучки. Придется сушиться. Ох. Не знаю, ребят, переставил. Ну, короче, вот этот сейчас ветер опять с тучей. Опять все стащил. Я потом не знаю. Ночью выйти, не ночью.
У меня там езды здоровые. Они переворачивают эти кружки. Я поставил одного, он сразу его вук. Не пойдет, короче, такой живец. Что-то вытащил с кустов, что-то поставил, обновил. Не знаю, посмотрим. В общем, ну щуку поймал, ребят. Все, победа. Вот это штиль, ребят, я понимаю. Вот так должно быть. А все, что целый день сегодня было, это, конечно, да, труба. И сразу комар пошел. Короче, ребят, что думаю? У меня мясо с собой есть. В контейнере, она уже разморозилась, понятное дело. Но у меня и щука вот эта, она заглотила. Но я ни туда, ни сюда. Там подвязки небольшие. Что думаю, может пожарим тогда, что? Ну пропадет рыба, жалко. На живца не годятся. Наверное, пожарим. Ну ясь он такой себе, ну что? Посидим, похрустим. Нормально будет. Кстати, ребят, тут подъездик попался. Ничего себе, прыгуны какие. Живой еще. У него порез, смотрите. Какой такой нехилый. Заживает уже. Красивые, конечно, здесь они такие. Так, ну что, тут щучку надо будет обработать. Пожарю. Мелкая. Заглотила мне. Кстати, нож, ребята, рыбак с гравировочкой такой. 95 Х18 кованая от Росберга. Вот. Есть серейтер такой специально. Рыбу чешуить. Почистим. Вот нам как раз свеженько покушать. Просто не доживет, ребят, что. Ну, испортится. Жалко. Как бы ловить-то, понятно, ловим, но когда рыбак или охотник не довозит улов свой, то это уже неправильно, я считаю. Хоть какой улов. Кстати, очень я помню с детства. Алене Сергеевне привет большой, это мама моя. В общем, я помню, когда пацаном ходил на удочку, шаклю там это ловил. Пакет наловлю салофановый, домой принесу. А мама специально, чтобы, ну как котам выбросить, там, я же как будто добытчик, да, я же ходил как бы для семьи. И она вот эту мелочь чистила специально, чтобы, ну, как бы, чтобы у меня был стимул. Вот это я очень сильно помню. Ну, некоторые там скажут, ну, мелочка там выкинь. А у меня мама специально все делала, вот, что я ходил, я принес. И это очень ей огромная благодарность, потому что когда ты принесешь рыбу и скажут, нафиг она такая нужна мелкая, ну понимаете, да, о чем я говорю, то здесь, ну, стимул может отвалиться, так образно.
Гадюка ты, гадюка мелкая. Гадюка ты, гадюка мелкая. Так, голова нам не нужна. Уху варить не будем. Хвостик. Хвостик возьмем. Так, ребят, ну что, все готово к ужину, так скажем. Поджег спиральки. Кстати, нет, ребят, ну помогает на самом деле. Вот эти черные мне нравятся. Повесил лампу, пасмурно, в лесу. Ну и уже июль месяц, друзья. Сейчас, скажем, днем все потихоньку темнее и темнее становится. Сейчас чисто рыбки поджарим. Будет классное завершение сегодняшнего дня. День такой был непонятный. Я удочку сломал изначально. В общем, так что-то все. Ветер, не ветер. Не получалось. Что-то какая-то кривая, я ее ронял. Было дело. Поехали. Так, красота, конечно. Масло, ребят, никогда не жалею, когда рыбу жарю. Рыба должна жариться в масле, а не подгорать там что-то еще. Стабильно пакетик. Соль. Оп, фига куда положил. Солюшка. Мучка. Все стандартно у нас. Сначала солюшки чуть-чуть. Мы, наверное, скорее всего, ребят, сможем сразу все сделать в один пакет. Что нам тут мучиться, церемониться, как говорится. Чуть-чуть еще сыпану. Отлично.
Ну и мучка. Мучка, мучка, мучка. Ты моя мучка. Вот так вот. Удобно, ничего не мораешь. Дома, кстати, также. Супруга, конечно, нет, но я вот так делаю. Сейчас хорошенько мы все тут обвалим. Я подвязочков немножко надрезики сделал. Все красиво, все ровненько. Каждый кусочек, ребят, все в своем, как говорится. Красота. На костре не стал, там неудобно. А здесь все шикарно. И хвостик еще щучки. О, отлично. Тут еще партийку можно пожарить, ребят. Но нету. Так, друзья, ну что, ребейка готова. Сегодня прям так кайфово как-то здесь. Здесь всегда кайфово, ребят. Здесь всегда кайфово. Сюда я приезжаю весной посмотреть на природу, именно когда она только начинает расцветать, вся вот только вот снега вот эти прошли. И летом сюда не приезжаю, а тут на самом деле очень круто. Можно даже вот на поплавочек порыбачить. Классно. Круто вообще. Сейчас возле костерка посижу, подумаю. Ну и на диванчик, ребят. Утром встанем, посмотрим. Ну, на кружки уже не поеду, потому что живца нету. Не знаю. Сейчас пробовал вечером, что-то не клюет нифига. Короче, ладно. Давайте, ребят, будем. Ваше. Люблю курочку. Обожаю просто. Класс. Ну что еще надо для счастья, ребята, не знаю. Просто бомба.
так это клево. Вот так нормально. Отбой. О, на диванчике-то что не поспать-то? А, ребятки. Шикарно. Ребят, доброе утро. Время 8, 7 часов, начало 8. Вот это, ребят, я поспал. Нет, ну я спал по-всякому, конечно, и под елкой, и на земле, и зимой даже на лапнике мы ночевали под елкой возле костра. Было и такое. Ну, на избушках все понятно, в палатках не обсуждается. А здесь, ребята, вроде как и на открытом воздухе, да, потому что тут навес, нет определенных стен. На диване, короче. Диван мягкий, очень-очень круто, прям вообще. Атмосфера здесь такая, ребят, своя. Нравится мне здесь почему-то, не знаю. Ночью тарабанил дождь, периодически там полчаса идет, полчаса нет. Ну, хорошо, очень слышно. Вот. Я уже монотонно собрался. Сумки, рюкзачки, там по местам все. Позавтракал салатом. Чаечек. Вот. Ну, ветер, понятное дело, ребят, не прекращается. Ночью немножко прекратился. В 4 утра, наверное, он как задул. И вот до сих пор. Поедем сниматься. Рыбачить на удочку я уже не буду. Хотел поспиннинговать, взял с собой спиннинг. Такой ветер опять все тащить будет. И якоря нету, веревку. Короче, не в этот раз. Хотелось именно попробовать кружками, но вот за погоду немножко не дало. Но задачу мы выполнили. Вот. Непонятно, сдалека вижу, что вроде есть перевернутые. Поедем. Экранчики, ребята, не сработали. От слова совсем. Я понадеялся, думал, может что-то будет как-то. Вообще простояли вон ни одной рыбки. Не знаю почему, но
Видит по-любому, наверное, скорее всего. Просто как-то вот зимой, допустим, вот попадается. Не знаю, может место неподходящее. Может что. Ну ладно, что. Недолго снять. Зато понял, что, допустим, смысла нету брать с собой. Лучше все силы потратить на удочки. Будет быстрее. Толк будет больше. Экранчики, ребята, не сработали. От слова совсем. Я понадеялся, думал, может что-то будет как-то. Вообще простояли вон ни одной рыбки. Не знаю почему, но видит по-любому, наверное, скорее всего. Просто как-то вот зимой, допустим, вот попадается. Не знаю, может место неподходящее. Может что. Ну ладно, что. Недолго снять. Зато понял, что, допустим, смысла нету брать с собой. Лучше все силы потратить на удочки. Будет быстрее. Толк будет больше. Так, ребят, ну что, подъезжаю. 3 переворота, 3 подъема. Растащила, конечно, кружки с центра вообще. 3. Раз, два, 3, да. Успеть бы, ребят, до обеда свалить. Под дождь неохота попадать. С обеда опять дождь. Ну и то хорошо, что вчера денек, ночь, вечер практически без дождя. Вообще кайфанул нормально. Этот вообще куда-то туда утащил. Офигеть. Самые дебри. Вымотки нету, ребята. Весь перекусанный. Скорее всего, то, что из-за вот этого не может она вырвать. Наверное, ребят, так что ли. Не знаю, почему переворачивает и вот на этой штуке висит. Так, это у нас 5-я сработка получается. Не знаю, с чем связано. Кто матерый, ребята, кружатник, пишите. Будет интересно почитать. Так, очередная сработка, ребят, 2-я получается. Тут у нас что? Тут у нас полная вымотка, ребята. Чтобы вы понимали. Где-то там в опухах. Где-то в опухах. Где-то в опухах. Да, сейчас с этим ветром-то очень-то не под руку вообще никак. — 10 метров лески, ребята, у меня здесь. Ну, никого нету. Вымотала, а никого нету. Тут у нас был окунь. О, окунь весь пережеванный, ребята. Ну, походу мелко, ребят, выплевывает. Весь пережеванный окунь. И вымотала. Не успел я, ребята. Зацепило меня уже все. Приеду сырой весь нахрен. Тут что у нас? Вымотки нету. В опухах. Где-то в опухах, где-то непонятно
Где-то непонятно подо мной. Тоже все пережрало. Ну вот пасть-то получается, что? Пасть-то маленькая. Эх, поехали, блин. Еще рогаечки тут, ребята, вот что вчера попалось, вот такого подобия, походу, здесь вот живут в опухах. Травянки. Ну, я бы, может, поставил бы там, конечно, но из-за ветра мне пришлось здесь поставить. Чисто на пробу пойдет. Че, где там наши пропавшие? Вот там они. Все, ребятки, я собрался. На мунгале порядок. Спиралька оставил, комбикорм оставил. Удочку мою импровизированную оставил. В общем, как-то оно так. Чистота, порядочек. Все. Техника погружена, ребят. Поедем домой. Ну, вот такая рыбалочка, первый опыт. Погода не повезло, конечно. Но в целом мне очень понравилось. В целом, прям вот что нужно, ребят. Наконец-то без дождя. Провел время прям вообще в аккурат. На диванчике, столик, озеро, птички, ребят. Ай, классно. Покушали жареную рыбу, что еще нужно? Отлично. Так что, ребят, давайте увидимся на связи. Уезжайте на природу. Пока.